Есть некое общее представление, есть некая рана, ну, мне не нравится слово ментальность, да, но тем не менее вот для каждого ингуша это тело. Для осетин это не так важно. Для осетин это некая такая обида на 92-й год, это легализация их комплексов по отношению к ингушам. Это тоже есть. Потому что дружбы никогда не было, здесь позволено их ненавидеть. Это как бы официально разрешено, что справедливо и для другой стороны. Тогда возникает вопрос, прежде чем к третьему фрагменту мы сейчас перейдем, вот когда главы республик говорят, что конфликт забыт и не надо вбивать клин между народами, создает впечатление, что на самом деле конфликт, может быть, этот и забыт, но некое напряжение существует, и только чуть клин вобьешь, как что-то может случиться. Это так или нет? Вы знаете, здесь, опять же, очень много плоскостей, потому что, с одной стороны, для федерального центра конфликт давно забыт, потому что, собственно говоря, для него он был интересен с точки зрения 92-го года в Чечне, то, что происходило в Чечне. Это давно изжито, это давно не актуально, понятно. Но то, что случилось в 92 году, живет своей жизнью, которая не зависит от того, что было, когда конфликт затевался. Вот сейчас мы посмотрим третий фрагмент, такое, что хочу спросить про СМИ. Больнее всего оказалась интерпретация конфликта средствами массовой информации. Политика была такая, вот поддерживать вот одну сторону. Это наглядно было видно, в том числе там на всех передачах. Выставлялись ингуши агрессорами, выставлялись там. При этом, когда сегодня мы задаемся вопросом, там, как же получилось так, что и нападали это, процентом соотношения 90% и погибших, и пропавших здесь ингушские национальности. Когда нам говорят, надо говорить помягче, я всегда задаю вопрос, а как мягко сказать? Ну вот как мягко сказать, кстати, сейчас Юнусбек, видимо, понял, потому что написал какие-то изменения на своем сайте, тем не менее, когда он говорит о том, что СМИ показывали однобоко в 92 году, это, на ваш взгляд, справедливое замечание? Это тоже правда, но здесь очень трудно понять, вот это в таких конфликтах невозможно определить, кто первым начал. И главное, непонятно, надо ли? Или надо? Потому что там была и провокация центра, которой был нужен повод для Чечни. Там были абсолютно... Вот я хотел на этот момент обратить внимание. Этот конфликт — это пролог к Чечне? Это часть чеченской истории. Это часть того, что происходило с 91 по 94 год. И в этом смысле два народа стали отчасти заложниками этой конфликта? Скорее, ингуши стали заложниками этого конфликта, потому что ингуши были первыми ответчиками за Чечню. Теперь вопрос. Но, опять же, то, что я говорю, это тоже некоторое упрощение. Это тоже, я понимаю, что упрощение. Теперь очень короткий вопрос. Когда теперь российские СМИ, ну вот сегодня, например, обозреватель Олег Кашин это написал на сайте Републик, говорит, что если только начать это говорить вслух, про этот конфликт, начать разговаривать на центральном телевидении, то он возникнет опять с новой силой. В села приедут люди с оружием. Это, на ваш взгляд, правда или нет? Нет. Нет, это невозможно сейчас, ни в какой степени, потому что есть взаимное недоверие между возвращающимися ингушами и осетинами, все это есть. Хуже или лучше как это не станет. Как надо вести СМИ в такой ситуации, как вам кажется? Не допускать упрощений. Если ты хочешь дать схему, то ты должен продумать эту схему. Возвращаться к этим нужно конфликту? Да, обязательно нужно, потому что конфликт продолжается. Конфликт не закончен, и мы не можем себе позволить, как пресса, делать вид, что его нет. Когда люди проговаривают это спустя столько лет, его можно погасить вот просто разговорами, какими-то там статьями, обсуждениями? Конфликт невозможно погасить. Ни осетино-ингушский, ни армяно-азербайджанский невозможно погасить конфликты. Их нужно мониторить, нужно научиться говорить некие слова, правильные, точные, главное точные слова, не навреди, но и не позволь забыть о том, что он существует. Спасибо большое. Вадим Дубнов, обозреватель «Эхо Кавказа» в студии «Настоящего времени». Спасибо.